В эфире Абхазского телевидения информационный выпуск Камши Кушара. Здравствуйте. Сегодня в Сухуме состоялся 14-й съезд Республиканской политической партии «Форум народного единства Абхазии», на котором единогласно был избран новый руководитель партии Аслан Барцыц. В работе съезда принял участие президент Рауль Хаджимба, представители других партий и общественно-политических движений, депутаты парламента. Около 1000 делегатов из всех районов республики собрал очередной съезд политической партии «Форум народного единства Абхазии». Объективная оценка сложившейся общественно-политической ситуации, откровенный разговор о существующих проблемах и обсуждение возможностей их решения – такова основная задача руководителей и членов партии. Признавая собственную ответственность, мы должны максимально открыто говорить, не закрываясь, не прячась и не лакируя действительность. А такие сложности у нас есть. Это десятилетиями неразрешенные проблемы, такие как наркомания, преступность, аварии. Все это вызывает у людей серьезную обеспокоенность, но без консолидации всего общества, без единого подхода нам будет очень сложно решать все эти вопросы. О соблюдении партийной дисциплины и грамотном подборе кадров говорил в своем выступлении представитель Гагарского отделения партии Тимур Гулия. По его мнению, необходимо более тесно сотрудничать внутри партии и усилить деятельность региональных подразделений ФНА на местах. Мы должны оценить груз ответственности, который лежит на наших плечах. Наш лидер стал президентом, и мы, как его сторонники, несем такую же ответственность перед историей нашего народа. Соответственно, мы сейчас должны объединиться с целью решения тех исторических проблем, которые сейчас стоят перед нами, перед нашим государством, забыв все разногласия, которые были между нами. Если мы не устраним недочеты, то в противном случае станем партией меньшинства. Исходя из вышеизложенного, для исправления недочетов и улучшения социально-политической обстановки, я считаю необходимой четкую партийную работу в единой команде, укрепление работы по единству в рядах ФНА и усиление деятельности на местах, тем более важно именно сейчас, в связи с тем, что предполагается реформа избирательной системы путем перехода к смешанной системе выборов парламента Республики Абхазия. На съезде ФНА выступил президент Рауль Хаджимба. Глава государства говорил о результатах деятельности власти, о проблемах и задачах, решения которых не терпит отлагательств. В их числе укрепление и модернизация экономики, улучшение инвестиционного климата, выполнение социальных обязательств, обеспечение повышения зарплат, пенсий и пособий, а также дальнейшее укрепление судебной системы на принципах независимости, прозрачности и справедливости и начало активной борьбы с коррупцией. Нужно начать активную работу с коррупцией, предполагающую планомерную реализацию имеющегося законодательства, обеспечение открытости сведений о доходах чиновников, государственных закупках, осуществляемых министерствами, ведомствами, антикоррупционную экспертизу, включая общественную, проектов законов и иных нормативно-правовых актов, затрагивающих гражданские и социально-экономические права людей. Я прекрасно осознаю все наши недостатки и недоработки за прошедшие годы. Меня нельзя упрекнуть в отсутствии самокритики и готов сделать все для их исправления. В то же время сделанное, а сделано было значительно, не позволяет нам увязнуть в самобичевании. Мы должны смело смотреть вперед и продолжать активную работу на благо наших людей и нашего государства. Граждане должны ощущать реальные позитивные перемены в своей жизни. И в этом смысл и цель всей нашей работы. И только тогда мы сможем рассчитывать на рост поддержки людей. Как подчеркнул президент, прежде всего необходимо сохранить стабильность и предсказуемость государственного управления, спокойствие в обществе, избежать экстремальных форм политической деятельности. Только вместе, общими усилиями и с общим пониманием целей мы сможем двигаться вперед. Призываю политические силы страны к цивилизованной конкуренции в выборный год. Мы не должны допустить дестабилизации обстановки и угроз экономическому развитию. Важно продемонстрировать миру политическую зрелость и готовность к конкурентной политической борьбе в законных рамках. Конституцию никто еще не отменял. Я, как глава государства, буду следовать
ее положение. Выборы пройдут в сроки, определенные нашими законами. Никаких переносов не будет. Выдвигаться могут те, кто изъявит желание вести наш корабль, Абхазию, в светлое будущее. Вперед! И у меня такое право есть. В завершение съезда его участники приняли резолюцию, согласно которой партия ФНА поддерживает политический курс действующей власти, но в то же время считает необходимым усилить работу правоохранительных структур в борьбе с наркоманией, коррупцией и другими тяжкими преступлениями. Кроме того, делегаты съезда обратились к Раулю Хаджимба с призывом обдумать вопрос выдвижения своей кандидатуры на предстоящих в 2019 году выборах президента. Расширенный репортаж о съезде партии ФНА смотрите в нашем эфире в четверг. Премьер-министр Республики Абхазия Валерий Бганба совершил рабочую поездку в село Чгярда Чимчирского района. Об этом сообщается на официальном сайте Кабмина. Глава правительства осмотрел территорию мемориала второму президенту Республики Абхазия Сергею Багапш, на которой ведутся работы по укреплению оползневых участков. Директор государственного предприятия «Абхазберегозащита» Игорь Казанба рассказал Валерию Бганба о ходе работ, большая часть из которых находится на стадии завершения. Игорь Казанба проинформировал, что на склоне холма возведена вторая дополнительная подпорная стена, а также третье каскадное подпорное бетонное сооружение у подножия возвышения, которые позволят удерживать грунт и не размывать его водой. Согласно проекту восстановительных работ, после завершения возведения двух дополнительных подпорных стен в пространство между сооружениями будет произведена обратная засыпка. Это заполнение пазухи, которая образуется за тыловой гранью подпорной стены. В данном конкретном случае будет использоваться песчано-гравийная смесь. Казанба также отметил, что у подпорных стен будет устроен пассивный дренаж, что позволит собирать и отводить поступившую грунтовую воду в реку с помощью закрытой водоотводящей сети. Работы планируется завершить до конца 2018 года. Сегодня же премьер-министр Валерий Бганба посетил тепличное хозяйство по выращиванию томатов и огурцов Кындых-Агро в Ачимчирском районе. Глава правительства ознакомился с показателями экспорта выращиваемой продукции, а также с общим объемом производства тепличных томатов. Как рассказали Валерию Бганба, представители компании, с текущего года в теплицах выращивают новый вид томатов «Мерлис». При этом на большей части территории теплиц высажены саженцы томатов сливовидного сорта Т-34. По предварительным данным, общий объем урожая томатов на данном объекте в нынешнем году составил порядка 1000 тонн. Тепличное хозяйство по выращиванию томатов и огурцов Кындых-Агро создано в 2017 году по программе поддержки кредитования крупного и среднего бизнеса Абхазии. Знаменитая кавказская повесть Льва Николаевича Толстого «Хаджи Мурат» практически не ставилась на театральных подмостках и не была экранизирована. Режиссер Адгур Кова и художник Батал Джапуа предлагают неожиданный взгляд на гениальное произведение. О премьере в Росдраме репортаж Налы Ковы. Подбором музыки к постановке занимался режиссер Адгур Кови. Музыка звучала почти во время всего театрального действа. Игра актеров сопровождалась как классическими и современными мелодиями, так и кавказскими ритмами. Георг Фридрих Гендель, Фредерик Шопен, Фаустас Латенас, Ханс Циммер, аварская, лезгинская и кабардинская народная музыка. В премьерном спектакле, который строится на пластике артистов, освещение было графическим. Каждый прожектор призван подчеркивать архитектуру сцены и переносить зрительское внимание на ту или иную деталь. Для этого задействован весь энергетический ресурс театра. Вот такие вот сложения усилий, значит, художника по свету, постановщика. Еще был приглашен хореограф Людмила Веденяпина. Вот, сложение усилий вот их привело вот к определенному результату, довольно интересному. Ну, могу сказать, что неподготовленным смотреть будет сложно. Надо все же как-то быть в материале, ну и быть хотя бы частично, как-то, знаете, так,
театральным человеком. Хаджи Мурат – редчайший гость на театральной сцене. Практически нигде не было поставлено спектакля по этому произведению. Данная постановка решена в жанре пластической драмы, то есть в нем мало текста и много движения, образов, символов. И это, конечно же, не могло не покорить даже самого искушенного зрителя. В Абхазию возвращается хорошая театральная жизнь. Это был спектакль. На самом деле это был театральный спектакль с прекрасной музыкой, с прекрасным светом, с прекрасной сценографией. И главное, это было вот это ощущение волшебного действа, которое мы там. И неважно, много ли там Толстого или немного. И как литератор я и не ждала, честно говоря, что это будет просто как бы постановка прямо дословно по Толстому. Но главные идеи Толстого, главные идеи этого произведения, мне кажется, что режиссеру удалось воплотить и актерам. И это было такое какое-то единение и режиссуры, и актерской игры, и нашего зрительского восприятия. Самое главное, это очень значимое в нашей культурной жизни событие, театральное событие. Мы все ждали с нетерпением, потому что Хаджи Мурата Толстого почти нигде не ставилось. И нет экранизации, как вам известно. Видимо, потому что это очень повествовательная вещь и очень сложно представить сценическое воплощение этого произведения. Прежде всего, спектакль подкупает своей театральностью, своим профессионализмом и художественной образностью. Здесь мы увидели размышления художника, размышления режиссера о том, что это за повесть, и свое понимание, свое представление Хаджи Мурата Толстого. В спектакле задействовано 14 актеров, и в этом плане Хаджи Мурат – один из самых масштабных проектов Русдрама. Глубокий, выразительный, эмоциональный спектакль, решенный универсальным языком театра, пластическим, образным, метафоричным, знаменует новый этап в истории театра Искандера и, без сомнения, станет художественным открытием для зрителей. На Алакове, Тамас Чиковани, Абхазское телевидение. В сентябре прошлого года в селе Адзюбжа Чемчирского района в доме Светланы Жвания произошел пожар, в результате которого огнем было уничтожено одноэтажное строение жилого дома. С тех пор погорельцы живут в сложных условиях, в маленькой комнате дома, которую помогли накрыть крышей соседей. Тему продолжат наши корреспонденты. Больше года прошло с момента пожара в доме Светланы Жвания, жительницы села Адзюбжа. Причиной возгорания стало короткое замыкание электропроводки. Ничего из имущества спасти не удалось. Дом был единственной крышей над головой для вдовы Светланы Жвания и ее сына Руслана. Первую помощь вдове оказали соседи. Они вставили окна и накрыли кровлей небольшую комнату сгоревшего дома, в которой по сей день ютятся погорельцы. Вот эта маленькая комната, с больным мальчиком там находимся. 2 койка стоит и все. И там это холод так пробивает, стены все мокрые, холод же проходит, там все. Когда ливень, дождь, прямо сюда заходит в комнату. После пожара у сына Светланы на фоне чрезвычайного происшествия обострилось нервно-сосудистое заболевание. Вдове пришлось длительное время лечить сына в стационаре. Средств на лечение у семьи не было, и они обращались за помощью в различные инстанции. Насчет крыши я вообще не думала. Я вообще на воздухе ходила и не знала, что делать. Плакала. Все время плакала, по трассе ходила. Господь, что мне помог. В церкви я работаю уже, как открыли эту церковь, работаю. Зарплата я каждый месяц не получаю, просто когда что-то есть, праздники, какие-то Рождество, вот тогда батюшка мне оставляет деньги. Светлана Жвания надеется, что неравнодушные люди не оставят ее один на один с бедой и окажут посильную помощь хотя бы в восстановлении кровли ее дома. Саид Жарсали, Анатолий Маланя, Абхазское телевидение. Благотворительная общественная организация «Киарас» проводит аукцион «Тепло сердца», в рамках которого идет сбор средств на покупку теплой зимней обуви и обогревателей для малоимущих семей Абхазии.
Благотворительный аукцион «Тепло сердца» проходит в Сухуми уже во второй раз. Его главная цель – подарить частичку счастья, не согреть своим теплом в буквальном смысле и помочь тем, кому это действительно необходимо. Всего на аукционе было выставлено 36 лотов. Это были работы мастеров Саида Возба, Адгура Ампар, Астанды Адлиба, Валентины Хурхма, Мактины Цвижба и других. Художники безвозмездно передали свои картины организации. Перед началом аукциона гости, а это общественные деятели, бизнесмены, партнеры и друзья фонда «Киараз», имели возможность хорошенько присмотреться и оценить свое будущее приобретение. Очень интересна вот эта работа Мадины Беквала. Мне очень нравится. Светлая, добрая. И, конечно, это наш родной красивый город, который всегда украсит интерьер. И мне очень нравятся работы от Адгура Ампар. И еще фаворит. Мы уже приобрели одну картину на прошлом аукционе. Это Астанды Адлиба. Все ее работы очень нравятся. Она пишет, видно, что человек вот следует веяниям своей души. Первым лотом, проданным на аукционе, стала картина «Набережная Махаджиров» Саида Возба. Она ушла с молотка по номинальной цене в 10 тысяч рублей. Работу Виталия Кацба «Крым» также продали за 10 тысяч рублей. Стартовая цена за картину «Летний день» была 5 тысяч, но после небольшого торга картина ушла в коллекцию Эсмы Гардския за 16 тысяч рублей. Всего на аукционе было продано 17 картин на сумму 185 тысяч рублей. Но на этом благотворительный аукцион «Тепло сердца» не прекращает свою работу. Мне бы хотелось обратиться к жителям нашей страны, которые заинтересуются той или иной работой, но у них сегодня, допустим, не было возможности приобрести эту работу и поприсутствовать здесь. У нас до конца этого года будет длиться этот аукцион. Каждый из желающих может прийти по Воронова 64, выбрать себе картину и купить ее себе в подарок. Что касается самих картин, они будут у нас выставлены на нашей страничке «Киараз». Каждый может пролистать и просмотреть. На благотворительном аукционе была развернута площадка, где также можно было приобрести мягкую игрушку по цене от 300 и до 1000 рублей. Помимо этого на новогодние елки были развешаны письма детей, подопечных фонда «Киараз» к Деду Морозу. Каждый пришедший на аукцион мог взять письмо и купить подарок ребенку. Всего было 25 писем, осталось только 10. Приятным дополнением вечера стал небольшой концерт. В числе выступавших был и детский хореографический ансамбль «Абаза». Каждый из нас может стать добрым волшебником, исполнив маленькие желания нуждающихся в нашем внимании и тепле детей Абхазии. Аля Катрапш, Артур Каландия, Абхазское телевидение. РУП «Черноморэнерго» сообщает, что 20 декабря с 6 до 7:30 утра в связи с ремонтными работами на Тхорчал-ГРЭС будет отключена высоковольтная линия от Шугара 220 кВт. Подача электроэнергии на этот период будет прекращена в городе Тхорчал, западной части Сухумского района, западной части города Сухум, в Гудаутском и Гагарском районах. И в завершение выпуска о погоде. По сообщению Гидрометцентра, завтра в Абхазии ожидается облачная погода, временами дождь, температура воздуха ночью плюс 4-9, днем плюс 8-13 градусов, температура морской воды плюс 14 градусов. Информационный выпуск завершен. Я прощаюсь с вами. До встречи в эфире.